Фарнун Базурат. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня Севастинская организация Евзинат хочет представить вам новый выпуск национального календаря, работа над которым ведется, как вы знаете, уже в течение 4 лет. И вот свет увидел очередной выпуск на 2020 год. И работали над ним очень большое количество людей. Это и совет служителей святилищ, это и старшие фамилии, и все те люди, которые имеют отношение к сохранению национальных традиций, духовности нашей, это и ученые, и работа с архивами шла. Но сегодня мы, наверное, об этом не будем конкретно говорить. У нас сегодня даже не в гостях, поскольку она является членом организации Евзинат, Елена Кизилова, больше известная в публичном пространстве как Свати Фарна. Талантливый художник, скульптор, дизайнер, член Союза художников Осетии, член Союза дизайнеров России, имеющий большой опыт подобной вот деятельности в такой работе. И она принимала самое активное участие в процессе подготовки этого календаря. Причем в течение последних почти 3 лет уже, да, наверное. Елена также является членом структурного подразделения организации Евзинат. Это Национальный независимый совет по культуре, где она также очень активно проявляется, все свои знания применяет для того, чтобы находить очень ясные ответы на очень много сложных вопросов. Лена, первый вопрос, очень коротко, буквально. Вот календарь национальный, он вышел. Мы его издали в 3, так сказать, видах. И везде присутствуют твои работы, и художественные, в том числе и дизайн. И каким ты его видишь? Вообще, что такое для тебя, в твоем понимании, национальный календарь для Осетии? Что это такое? Божик быть рад за такое серьезное представление меня. Немножко так для меня непривычный формат, но тем не менее, я думаю, справлюсь. Работа с календарем вообще давняя моя задумка, то есть мне всегда была интересна эта структура, потому что человек всегда стремился упорядочить, да, свою жизнь. Соответственно, он придумал систему отсчета времени, как таковую, часы, и придумал систему отсчета дней, да, возникли календари. Календарь структурирует любое общество, он привязывает жизнедеятельность человека к определенным датам, к определенным событиям. И у каждой нации, у каждой культуры существует свои системы отсчета. Такая система отсчета существовала и у нас всегда, поскольку у нас достаточно древняя культура, начинающаяся со времен скифов, сарматов, то есть об этом я не буду говорить, это достаточно известные факты. Соответственно, наш календарь должен быть привязан ко всем этим вещам, и, как мы знаем, это древние люди всегда, значит, отсчитывали какие-то вещи от каких-то знаковых природных вещей, поэтому календарь выстроен в первую очередь по основной системе, это весеннее равноденствие и солнцестояние. Да? То есть в этой структуре крест получается. В этой структуре располагались определенные знаковые дни для, в принципе, тружеников. Да? В первую очередь они были труженики, и также они были воины. Соответственно, все это надо было выстроить. Эта система, она по сути выстроит наше общество. То есть если мы вернем все наши праздники, как они были, да, какие-то знаковые дни,
Я думаю, тем самым структура нашей жизни точно так же наладится и выстроится. Это как часовой механизм, где каждый винтик, каждая деталь взаимозависимы. И для того, чтобы часовой механизм работал полноценно, каждая деталь должна работать в своем ритме, правильно, и тем самым показывать правильное время. Я думаю, что календарь, который создали общими усилиями, он еще в процессе, конечно, работы, отлаживается, любой механизм надо отлаживать, он, я думаю, приведет наше общество, нашу структуру в гармоничную какую-то такую, не знаю, гармоничное взаимодействие, что ли, и даст возможность нам и нашим будущим поколениям действовать правильно, в ногу со временем и при этом сохранить наши традиции. Думаю, примерно так, надеюсь. Спасибо, спасибо. Хочу заметить, что Северо-Осетинская региональная общественная организация «Узинат» вот уже 4 года ровно, как взялась работать над этим проектом, поскольку была в этом, на самом деле, можно сказать, жизненная необходимость. И большое количество, как я уже выше сказал, людей было привлечено, специалистов, знающих, знатоков. Но тем не менее, как сейчас было правильно сказано, он дорабатывается, поскольку, на наш взгляд, субъективный, возможно, но последние годы вот в этом вопросе творится хаос. Многие люди выпускают календари, а в визуальном ряде мы сейчас, наверное, во всяком случае, я точно не буду говорить, как не специалист в этом вопросе, но о том содержании, которое там присутствует, оно вообще вызывает очень много вопросов. Очень много. И поэтому организация «Узинат» взяла на себя этот достаточно нелегкий труд, объемный труд. И работаем, продолжаем работать. Календарь совершенствуется, приводится в соответствии с теми древними исчислениями, которыми владели наши предки. И вот на этом фоне у меня к вам еще один вопрос, значит, к вашему цеху специалистов, художников и лично к тебе конкретно, Лена. Вот ты же видишь, что творится на рынке, скажем, сколько календарей выпускается в конце года, скажем, осенью. Рынок наполняется календарями, они достаточно разные. Может быть, те, кто их выпускает, они какими-то благими намерениями руководствовались. Большинство, во всяком случае, из них, да. Но вот твое мнение, что представляют собой эти календари? Мы сейчас не взяли задачу или целью критиковать кого-то, это не наш, так говорится, уровень, и, как говорится, и задачи такой нет. Но, тем не менее, люди многие не понимают, покупая календарь, тем самым многих людей вводят в заблуждение издатели или авторы этих календарей. Даже чисто визуально, порой какие-то там не совсем серьезные вещи бывают напечатаны, вызывающие вопросы. Твое мнение, что такое календарь в Осетии? Национальный календарь за последние несколько лет? Национальный календарь, уже слово национальный, да, он должен иметь национальное лицо. Но при этом это не личности, да, вот я наблюдала календарь, где вот спортсмены, там, я не знаю, какие-то труженики. Я не говорю, что это, скажем, люди чего-то не достигшие, но на календаре им не место. То есть для этого есть журналы, есть какие-то периодические издания. Либо это личный календарь, да, либо календарь, посвященный достижениям. Календарь, который является национальным, он должен в первую очередь транслировать именно национальные какие-то состоявшиеся веками буквально знаковые системы, какие-то символы, которые у нас присутствовали, то есть настраивая тем самым человека на определенный лад. Вот. У нас какая-то часть календарей, если брать вот как дизайнер, как художник, вылетают полностью по визуальному ряду, то есть даже их рассматривать не хочется, потому что там ни шрифты, ни цвет, ни картинка не соответствует. Другая часть календарей, они абсолютно нейтральные, то есть их можно назвать общероссийский календарь,
красивая картинка, все вроде подобрано грамотно, но если он будет среди множества календарей, вот, допустим, ну, штук 20 разных, его никто не выделит. То есть максимум, что надпись можно прочитать, визуально он не будет выделяться среди ряда, потому что он будет такой же, как все. То есть задача национального календаря, в котором присутствуют, ну, по сути, религиозные, да, праздники, должен отображать свою структуру своим внешним видом. То есть вот задача в первую очередь такая стоит, что визуальный ряд, он считывается быстрее, чем информация письменная, и уже на подсознательном уровне человек должен настраиваться, что он будет смотреть сейчас, что он будет читать и на что он будет ориентироваться. Я думаю, что я задачу где-то выполнила. В принципе, можно каждый год улучшать это, что-то находить новые какие-то решения. Но на данный момент мой календарь, не постесняюсь скажу, мой календарь, он выделяется. Да? То есть если выставить все национальные календари, его внешний вид сразу говорит о том, что он имеет остинскую принадлежность, а не каких-то соседних народов, да? Тем более другого мира вообще. Америка, там, не знаю, Англия, еще кто-то. То есть он именно наш. То есть это вот самая первоочередная задача, которую я ставила для себя. И, в принципе, многие наши художники могут с этим спокойно справиться, образование позволяет. Ну, в принципе, все вот как бы так. Спасибо. И вот сразу у меня такой вопрос появился, немножко, может быть, узкий, очень специфичен он. Вот ты являешься членом независимого профессионального совета по культуре, который является одним из подразделений организации ЗИНАТ. Вас там много людей, которые в области культуры известны, имеют большой опыт. Это и музыканты, и художники, и скульпторы, и поэты, и так далее. И вот конкретно вопрос такой, мы же говорим о календаре сегодня. Вот что бы ты посоветовала или твое мнение в отношении создания национального календаря, каких вещей следует избегать категорически? Ну, категорически, во-первых, непроверенных изображений, да, вот как у нас любят тянуть из скандинавской культуры, из японской культуры, еще откуда-то. То, чего у нас просто не было. У нас есть национальный музей, у нас есть масса библиотек, у нас все это издавалось, мы визуальный ряд мы можем проследить, что у нас было, чего у нас не было. То есть это в первую очередь избегать чужих знаков. Они нам не нужны. Если кому-то хочется лично для себя, комфортно человеку, пожалуйста, делайте. Но объявлять это национальным невозможно. Ну, второй момент, что могу посоветовать. В первую очередь вкус, да, должен быть. Вкус во всем. Это тоже было всегда у Остин в традициях. Да? То есть некая сдержанность, некая, скажем, гармония, красота. Да, было много и золота, и каких-то украшений, но они были очень гармоничны. То есть вот в первую очередь эти две, значит, основные вещи, на которые надо обращать внимание. Дальше вкусы у всех разные, кому-то нравятся насыщенные изображения, кому-то более сдержанные вещи, минимализм, то есть и то равнозначно хорошо, это уже дело личного вкуса. Думаю, примерно так. Ну да, в принципе. И еще, вот эта работа, она далеко не проста, издать, подготовить календарь. Ну, не будем говорить о датах, это тема другого разговора. Визуально. Вот визуально, чтобы человек понимал, что это на самом деле не картинка какая-то, вот, которую можно повесить там где-нибудь в сарайчике, а это весьма такая серьезная, сакральная, может быть, даже работа, которая говорит о том, что это праздники, это даты. Тут же картины, вот у нас, как я сказал, 3 варианта. Вот один за нами. Ну, да, 3 варианта мы выпустили с твоими картинами, потому что люди имеют разные предпочтения, может быть, разные вкусы. Что касается меня, мне они все одинаково нравятся. И мы надеемся, да, мы, конечно, не будем говорить, что вот мы выпустили лучший календарь всех времен народов. Но мы над ним работали, мы над ним работаем и будем работать. Мы хотим достичь того баланса, когда у Осетии будет один
единственный настоящий календарь, и любой человек может взять и сказать, так, какой у нас праздник приближается, и это будет бесспорная дата. Мы не будем больше спорить, что вот у нас в селе не так делается, а у вас это почему-то вот так указано. Мы к этому идем, да, мы, конечно, в самом начале попали в самом хорошем смысле под шквал критики. Многого люди не понимали, потому что люди привыкли к тому, что где-то элементы христианизации были в течение десятилетий, и у нас нарушился ход событий, ряд исчислений. Мы очень-очень плавно, не в ущерб кому-то или не в обиду кому-то, от этого плавно отошли. И теперь мы говорим о сугубо национальном календаре. Ну, да. И нам бы очень, конечно, хотелось, чтобы вот наш совместный труд до людей дошел, но мы честно говорим, что мы над ним будем работать и дальше. И хотелось бы вот тебе сказать большое-большое спасибо. Несмотря на то, что ты член нашей организации УЗИНА, тем не менее, несмотря на весь твой плотный график, на твою абсолютную загруженность и массу дел, ты все равно находишь время, чтобы откликаться на все те просьбы, которые у нас бывают. И, в частности, вот при подготовке этого календаря очень много усилий было затрачено, очень много времени было уделено этому. И большое-большое тебе спасибо. Хочется пожелать тебе больших успехов. Мы знаем, и люди знают, что Свати Фарна работает именно над сохранением традиций, духовности через свое искусство. И надо сказать, что у тебя это получается. Спасибо. И хотим тебе пожелать еще больше успехов в этом. Но знай, что все самые серьезные работы у нас еще впереди. Спасибо. В любом случае календарь мне дал в первую очередь познания, которые я сама искала. Да, то есть какие-то вещи я просто не знала. Благодаря тому, что я работаю над этим календарем, то есть для меня это нагрузка как таковая, что я сижу технически создаю. А на самом деле для меня это новый уровень познания. И то, что я, допустим, где-то не знала, искала эти знания, я получила благодаря календарю. И моя задумка с серией картин по святилищам, она в принципе пойдет в эту же копилку, то есть это вполне возможно будет совместным проектом, как вот одну из картин из этой серии я как раз использовала в календаре. Прекрасно. Что бы ты хотел сказать вот тем людям, которые вот сейчас нас смотрят, слушают, буквально так коротко, маленькое обращение или пожелание? Ну, какое маленькое пожелание? Самое маленькое – это мирное небо над нашей головой, чтобы у людей возможность была реализовать свои планы, задумки, чтобы люди могли спокойно жить, воспитывать своих детей, быть уверены в своем будущем. Это наше общее дело, вот это. Поэтому ЮДИНА должен существовать. Мы должны все вместе одним народом быть, несмотря на какие-то религиозные разные мировоззрения, и сохранять нашу культуру, нести ее через века, тем самым мы сможем выжить вот в этом, любое время нелегкое, да, то есть в любом времени мы можем остаться астинами, даже не Ирод, да. Астина, тоже исторически не совсем правильное слово, не будем возвращаться там арии и так далее, то будет ругаться. Я думаю, все прекрасно поняли, что надо сохранять то ядро, тот, не знаю, стержень, да, который был в нас заложен, и нести его через поколение. Это наша с вами самая благородная, самая необходимая задача, которая даст нам возможность существовать в любое время. Примерно так. Спасибо большое. Удачи. Да, вообще.